На встрече с членами Общественной палаты председатель ЦИК Дмитрий Маршан рассказал о работе, которая проводится избирательной комиссией в преддверии выборов в парламент. Всего по республике было выдвинуто 128 кандидатов. Из них на сегодняшний день зарегистрировано 109. Другие кандидаты пока не предоставили необходимые документы. Сам процесс регистрации продолжится до 2 марта. Согласно Конституционному закону о выборах в парламент, в перечень этих документов входят справки из наркологического и психиатрического диспансеров. Те справки, которые с наркодиспансера нам должны представить, там не просто стоит на учете там форма справки, насколько это возможно, чтобы наркодиспансер нам дал развернутую информацию. Справок с центра МВД, где указывается судимость того или иного гражданина. Вот. Здесь закон нам не запрещает регистрировать граждан, у которых была судимость, но она погашена. Если уголовное дело заведено на конкретного гражданина, пока он судом не осужден, мы также, приговор пока не вступил в силу и судебное решение пока не принято, мы обязаны тоже принимать у них документы. 17 февраля на ГТРК начались теледебаты кандидатов в депутаты. График был определен избирательной комиссией путем жеребьевки. Формат эфиров позволяет зрителям также задавать вопросы кандидатам. Руководство ГТРК, у них тоже будут свои вопросы, но они нам предложили такой формат, чтобы не было никаких вопросов у тех же кандидатов. Они нам предложили поучаствовать в этом процессе, чтобы, так как Центральная избирательная комиссия, там люди доверенные от парламента и от президента, чтобы мы делегировали часть их полномочий, чтобы делегировать Центр избиркому. Вопросы, которые будут, скажем так, носить общегосударственный, так скажем, характер, да, то есть они будут заранее, то есть уже подготовленными, то есть вместе с журналистами, то есть это будут общие формы. А непосредственно уже вопросы, которые будут поступать от избирателей, это уже могут быть там немного частыми, но опять же и те вопросы будут Центральной избирательной комиссии до эфира, они будут, скажем так, отсортированы для того, во избежание каких-то либо провокационных вопросов, либо каких-то казусных ситуаций. На встрече также обсуждался вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций при подготовке и проведении выборов. По поводу рекомендаций, которые представило Министерство здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. Они, значит, нами были представлены, и мы на заседании ближайшем будем уже утверждать непосредственно правила, и после утверждения этих правил на основании рекомендаций мы уже будем и публиковать их в средствах массовой информации о том, как будут проходить выборы непосредственно на самом участке в связи с пандемией COVID-19, как будут избиратели заходить, то есть количество избирателей, которое может находиться одновременно на участке. В 4-м пункте конкретно сказано: Министерство здравоохранения Республики Абхазия разработает и утвердит в срок до 1 февраля 2022 года государственные санитарно-гигиенические нормы и правила при проведении выборов депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Мы раз получили их, конечно, мы будем из них исходить. Но дело в том, что учитывая специфику работы избирательных комиссий, самого выборного процесса, в котором медики, скажем так, не так разбираются, как мы, поэтому мы согласовываем этот вопрос с ними в любом случае, внося те или иные изменения в эти рекомендации, уже будем утверждать непосредственно правилами. Член Общественной палаты Надежда Венедиктова рассказала, что побывала в нескольких штабах депутатов, однако ни в одном из них масок никто не надевал. Вот даже, понимаете, даже мое появление в маске им ничего не сказала. Вот с этим как-то можно бороться? Может быть, вы какое-то специальное именно для штабов выпустите, что просим вас все-таки, потому что они сидят там часами в замкнутом помещении. Мы можем обратиться к ним в данном случае, делать это, но не указывать. Контроль нужен, контролировать надо. Ну а вопрос, если мы начнем вопрос осуществления контроля, мы не можем его осуществлять. Еще один вопрос, интересовавший членов Общественной палаты: будут ли верны отключения света в день выборов? Вы можете гарантировать, что вот в момент подсчета голосов вдруг будет кому-то на руку вот это веерное или какое-то отключение, и будет... Эта практика была даже тогда, когда у нас не было отключений со света. Вот кто за этим будет следить? В день выборов мы будем обращаться к РУП Черноморэнерго для того, чтобы все-таки именно в день голосования веерного отключения по стране
максимально избежать для того, чтобы бесперебойно комиссии работали. На встрече также поднимался вопрос недопущения злоупотребления административным ресурсом и подкупа избирателей. Если имеют место быть за пределами, скажем, наших полномочий, как вы отметили, это подкупы или же злоупотребление административным ресурсом и так далее, тогда, если этот факт установлен той же Генеральной прокуратурой и нам он известен, тогда мы обращаемся в Верховный суд, и мы можем через Верховный суд отменить ту регистрацию, которую мы сделали. А так, полномочия самой Центральной избирательной комиссии, в каких случаях мы можем отменить регистрацию без Генеральной прокуратуры и Верховного суда, это по личному заявлению, если человек решил снять свою кандидатуру, или же по заявлению политической партии. Все остальные факты, если они будут установлены, те же справки, которые нам представляют с Верховного суда, с МВД, с наркодиспансера там, и так далее, если эти справки будут недействительными, скажем так, или же будет установлено, что они каким-то образом сфальсифицированы, тогда опять-таки по этому факту Генеральная прокуратура нам должна установить этот факт. И мы через Верховный суд, по заявлению Центральной избирательной комиссии, через Верховный суд отменяем регистрацию тех или иных кандидатов. Только так мы вправе действовать, чтобы это было в рамках закона. Членов Общественной палаты интересовало, считается ли подкупом и нарушением закона, если кандидат оказывает избирателям гуманитарную помощь. С того момента, как они зарегистрированы, начинают заниматься непосредственно этой деятельностью, и если этот факт установлен Генеральной прокуратурой, наша обязанность Центральной избирательной комиссии обратиться в Верховный суд с этим фактом и отменить эту регистрацию. Если непосредственно занимаются сами кандидаты или от их имени, это доверенные лица, отменять регистрацию Центральная избирательная комиссия на наше усмотрение мы не вправе. На встрече также прозвучали идеи и предложения, касающиеся теледебатов. Вот вы подумайте, хотя уже завтра начинается, взять каких-то экспертов, психологов, с интеллигенцией, с общественной палатой, какой-то круг, который после каждого дебата оценивали бы результат. Это для избирателей тоже какой-то был бы в 10-бальной системе. Вот они оценили это Иванов, Петров, Сидоров. Сидоров 8 баллов, Иванов 15 баллов, а Смыр 3 балла. 2 марта заканчивается регистрация кандидатов. То есть, получается, если исходить из буквы закона, мы должны начать теледебаты, потому что мы зарегистрируем всех кандидатов. Регистрация закончилась 2 марта. Мы, заканчиваем, и в 10 дней, скажем так, в эфир поставить 131 кандидат, на самом деле это невыполнимая задача. Поэтому несовершенство, в том числе этого закона, почему я начал об этом говорить, нам не дает возможности и теледебаты, как вы говорите, как хочется утвердить, чтобы это было развернуто. Мы почему сделали по 2 округа в день? А в 3 дня у нас получается 3 округа в день. Потому что мы не можем их... Выходные мы убрали оттуда. А потому что создадутся неравные условия. Есть выходной день прайм-тайм, есть рабочий день прайм-тайм. Это также может создать... Жеребьевку сделайте, кому попадет, кому ты попал. Мы жеребьевку сделали будние дни для всех. Мы будние дни для всех сделали. Но мы сделали сейчас будние дни для всех кандидатов, для всех округов. Опять же, это равные условия мы им создали. Члены Общественной палаты в перспективе планируют разработать и внести свои предложения в выборное законодательство. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.